Добрый день, коллеги, слушатели, зрители. В этом году исполняется 30 лет Академии наук Республики Саха-Якутия. Я считаю, что это знаменательное событие. Колодезников Игорь Иннокентьевич, доктор геолого-минералогических наук, профессор, действительный член Академии наук Республики Саха-Якутия с 1993 года. Он родился в 1941 году в городе Якутске. В 1965 году окончил инженерно-технический факультет Якутского госуниверситета по специальности инженер-геолог. С 1966 по 1971 он инженер-геолог, начальник отряда, а затем начальник партии Якутского территориального геологического управления Мингео СССР. С 1967 по 2008 с перерывом ассистент, старший преподаватель, доцент инженерно-технического факультета ЕГУ, далее заведующий кафедрой, профессор, декан геолого-разведочного факультета Якутского госуниверситета. В 1973 году он защитил кандидатскую, а в 1992 докторскую диссертацию. Игорь Колодезников – один из ведущих ученых в России в области магматической геологии, внесший значительный вклад в разработку вопросов вулканизма и рифтогенеза северо-востока азиатского континента. С 2001 по 2008 он вице-президент, а с 2008 по 2020 президент Академии наук Республики Саха-Якутия. Сегодня он советник президента Академии наук Республики Саха. Автор 130 научных и научно-методических трудов, в том числе 11 монографий. Он заслуженный геолог Республики Саха-Якутия, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, почетный гражданин Республики Саха. Игорь Иннокентьевич Колодезников награжден благодарностью президента Российской Федерации. Вспоминая эти прошедшие 30 лет, а я был избран как раз в первое избрание Академии наук, фактически все 30 лет я был в составе Академии наук. И более того, из этих 30 лет, 20 лет, даже немножко, чуть-чуть больше, я был в составе руководства Академии наук. Был вице-президентом с 2001 года, а с 2008 года, был президентом Академии наук. Вот, вспоминая то далекое время, 1993 год, подводить итоги, конечно, это непростое мероприятие. Может быть, некоторая оценка событий, она и не совсем, будем говорить, объективная, поскольку это мое видение тех событий. Но как бы там ни было, мне хочется, пользуясь такой возможностью, вспомнить те далекие времена, вспомнить тех людей, которые стояли у истоков формирования Академии наук, высказать какие-то свои пожелания. Во-первых, сама идея и сам смысл формирования Академии наук Республики Саха-Якутия, как мы говорили в тот период, Национальной академии наук, и этот термин периодически повторяется, он был связан со многими факторами, и, несомненно, одним из факторов был развал Советского Союза, формирование Российской Федерации, такой болезненный, я бы сказал, период перестройки всей науки в Российской Федерации. И этот период, он, можно сказать, делится на каких-то два периода. По крайней мере, я так оценивал. Первое, почему создавалась
Академии наук, по моему видению, это отвечало тем требованиям правительства республики, первого президента Михаила Ефимовича о необходимости нам самостоятельно решать научные вопросы, которые затрагивали непосредственно жизнь и благополучие населения самой республики. Какие это были вопросы? И вот я их очень кратко перечислю, и, может быть, многим вопросам это будет, в какой-то степени понятно. Формирование самой структуры Академии наук. Но первый вопрос, который, несомненно, поднимался, это вопросы экономики. И не случайно в этот момент был в состав Академии наук включен Институт региональной экономики. Совершенно не случайно. Второй очень важный вопрос – это вопросы, связанные с здоровьем населения. Отсюда и Институт здоровья, который был сформирован в тот период в составе Академии наук. Это и Институт экологических проблем Севера, поскольку и вопросы экологии, и вопросы здравоохранения – это все-таки касалось непосредственно каждого жителя нашей республики. Третий вопрос, который, несомненно, был очень интересен, и он требовал определенного решения, это вопрос гуманитарной сферы. И появление в составе Академии наук, передача его из состава Российской Академии наук Института гуманитарных исследований, она тоже отвечала этим же требованиям. Институт, связанный с северным луговодством. Михаил Ефимович прекрасно понимал, что чисто земледелие в таких жестких условиях, в каких находится Якутия, это не очень перспективное и не очень рентабельное производство. У нас скорее будет животноводство. Оно так и есть. И поэтому создание кормовой базы стояло одним из важных и актуальных вопросов. На наше, можем сказать, такое состояние и повлияло наличие такой лаборатории в составе Института биологических проблем криолитозоны. Там была лаборатория северного луговодства, и это появился Институт северного луговодства. Несомненно, вопросы социально-трудовой сферы. Ведь у нас был институт, будем говорить, социальных условий труда, трудовой сферы этой. Поэтому, был и такой институт в нашем составе. Вот все эти направления, о которых я говорю, они, конечно, создали тот научный, будем говорить, потенциал, научный багаж, который полностью фактически отвечал интересам республики. Это, я считаю, было одно из таких кардинальных условий, которым руководствовался первый президент республики Михаил Ефимович Николаев. Второе направление. В то время республика в чисто политическом плане, как и многие республики Российской Федерации, были на таком, я бы сказал, каком-то переломном моменте. У каждой республики появились возможности усилить свою государственность. И вот в этом плане формирование Национальной академии наук
формирование Академии наук Республики Саха-Якутия являлось как бы одним из атрибутов суверенности. Поэтому, несомненно, это был и чисто политический момент. Ну и есть третий момент, который, значит, он как-то не очень особенно так афишируется, но я его считаю, что это был один из таких серьезных моментов, когда Михаил Ефимович считал, что необходимо поддержать и морально, и материально научную интеллигенцию нашей республики. И именно создание такой Академии наук, оно явилось вот таким показателем отношения руководства республики, правительства республики к научным работникам, к научной интеллигенции, которая была в республике. Ну, было понятно, что не все могут быть членами Российской академии наук. Общественные академии, которые в ту пору активно начали внедряться и развиваться, они не в полной мере, а иногда и вообще не соответствовали тем требованиям, которые были в то время. Поэтому создание Национальной академии наук, оно послужило стимулом для большого количества научных работников. И вот первые члены Академии наук, и особенно, конечно, материальная поддержка в виде стипендий, социальная поддержка, вот, моральная поддержка, она играла определенную роль. Поэтому я считаю, что вот создание Академии наук Республики Саха-Якутия в тот период – это один из таких важных факторов для всей нашей республики. Отметить тех людей, которые приложили максимум усилий для развития, формирования Академии наук. Ну, прежде всего, я, конечно, хочу вспомнить академика Владимира Петровича Ларионова, который и поддержал, и приложил очень много усилий для формирования Академии наук. Это первого президента Академии наук Республики Саха-Якутия Василия Васильевича Филиппова, который в то время был ректором Якутского государственного университета. А Якутский государственный университет – это, я бы сказал, один из флагманов науки и высшего образования в республике. И значимость Якутского государственного университета, а ныне Северо-Восточного федерального университета, оно очень огромно для республики. Ну вот представьте себе город Якутск, у которого бы не было вот этого Якутского государственного университета, сейчас Северо-Восточного федерального университета, и не было бы Якутского научного центра. Что бы это был за город? Вот. Город у нас, именно, я бы сказал так, градообразующими структурами города Якутска являются не какие-то промышленные объекты, а именно высшее образование и наука. Это основные градообразующие структуры. И поэтому вот Василий Васильевич Филиппов в ту пору приложил максимум усилий. Более того, первый самый момент Академия наук располагалась в университете. Располагалась в университете, и самый первый этап, значит, мы были там. Я хочу отметить, пользуясь случаем, директоров институтов,
которые проявили, во-первых, патриотизм, перейдя из состава Российской академии наук в состав Академии наук Республики Саха-Якутия. Это Институт гуманитарных исследований. Иванов Василий Николаевич был директором. Это Институт региональной экономики, который был в составе Якутского тоже научного центра Российской академии наук, где директором был Егоров Егор Григорьевич. Это Институт экологических проблем Севера, где директором тоже он был в составе Якутского научного центра, где директором был Савинов Дмитрий Дмитриевич. Это Институт северного луговодства, где директором был Денисов Герман Васильевич. Он тоже работал в составе Российской академии, он перешел сюда. Вот. Это Институт здоровья, директором которого был Кривошапкин Вадим Григорьевич. Ну и это Институт социальных проблем трудовой сферы, директором которого был Акимов Александр. Вот. Михаил Ефимович уделял огромное внимание всей науке в нашей республике. Большую нагрузку в этот период перестройки, период перехода из одной политической системы в совершенно другую политическую систему. И через Академию наук в тот период правительство республики, первый президент Михаил Ефимович, он организовал именно материальную поддержку, материальную и моральную поддержку всего научного сообщества. Все институты Российской академии наук, находящиеся на нашей территории, они получали определенную финансовую поддержку. Молодые научные сотрудники именно в те годы были учреждены стипендии для молодых научных работников, чтобы молодые не ушли с научных подразделений. Вот вся эта большая многогранная работа, она выполнялась через Академию наук Республики Саха-Якутия. Была организована поддержка сферы высшего образования. Было выделены средства на приобретение оборудования, в том числе и в рамках отдельных мероприятий, программ Якутского государственного университета. Эта вся работа осуществлялась через Академию наук и при поддержке Академии наук. Я хочу сказать, что в этот период формирования и самой Академии наук, и поддержки всей академической, вузовской науки в республике, несомненно, решающую роль играли вновь избранные члены Академии наук. Мы все восприняли это дело, тот факт, что были избраны в состав Академии наук, как фактор доверия нам, как фактор такой, надежды на нашу работу. И мы делали все возможное, а очень часто и практически невозможное, для того, чтобы максимально создать ту обстановку научную и образовательную, которая была в тот период. И я бы сказал, что это нам удалось. Во многом сохранение и научного потенциала, педагогического потенциала республики в эти 90-е годы произошло при поддержке правительства, при поддержке
первого президента Михаила Ефимовича Николаева именно в том числе и через Академию наук.